ваших экранах. И у нас редкий замежно-ностальгічный выпуск. И разом со мной люди, яких можно так без перабольшання назвать монстрами белорусского рок-н-роллу. Это Алексей Козловский. Усе его памятали, конечно ж, по Сузорьи, а зараз ён скажа сам. И Владимир Зайченко. Это увогуле асобная сторонка белорусского рок-н-ролла. Ну, зноў-таки пасля. И мы с вами крыху сёння поговорим, поуспоминаем, поностальгируем и поглядим, послухаем добрую музыку. Привет, ребят, я очень рад, конечно, что вы нашли все-таки время, несмотря на то, что у вас сейчас, я так понимаю, под завязочку всего. Вот. Ну, давайте вот на исходе года 97-го так немножко повспоминаем. Леш, начнем с тебя. Тебя помнят, ну, согласись, что тебя в первую очередь, конечно, помнят по старому проекту. Сузори, конечно. Да, да. И чего сейчас ты поделываешь? Ну, после Сузори в начале 90-х Зиндан, потом с прошлого года Bros and Blues вместе с братом, с Юрой Михайловым, и опять же с Андреем Филатовым, неизменным нашим барабанщиком. А кроме того, последние совершенно вот полгода я еще очередной проект, значит, создал вместе втроем с двумя еще музыкантами. Это Илья Шевчик, Крама, и Сергей Борщ, Кныш, экс-Улис, экс-Крама, экс-Студия 7, экс-Бонда, ну, в общем, известный барабанщик. Я, собственно, занимаюсь своей собственной музыкой. Значит, практически переделал кучу старых вещей, которых я писал когда-то в 80-е годы, переписал на цифровые дела. Вот. Сделал массу компактов. Кстати говоря, к слову, между делом, это я совершенно, как говорится, не преднамеренно, просто совсем по-другому. Ну, то есть все же понимают, рояль. Да, не, ну я совершенно. Вот, кстати, образцы такие, да, небольшие. Производства, то есть это компакты, так сказать, производство, да. Таки симпатично сделано. Вот это да, это значит Ковчег, фирма Ковчег, Юра Цыбин, да. Значит его оформление полностью тут, ну как говорится, не подкопаешься ничего. Но обратную сторону этой медали показывать не будем. Цифровая запись и так далее. Вот, ну и кроме этого, конечно, значит это работа можно сказать, с молодыми группами, продолжение работы с рок-клубом по мере возможности, то есть традиционный Блэкмор в апреле. Вот, значит, возможно, Цепелины там, ну и так далее. Ну, вот мы так потихонечку, благодаря тебе, так обратили свои взоры на Запад. Ну и давай тогда непосредственно к теме нашего разговора. Совершенно недавно наша съемочная группа вернулась из Санкт-Петербурга, где они поимели материал с фестиваля, по-моему, это «Белые ночи Санкт-Петербург», куда приезжала небезызвестная группа White Snake. Причем во второй раз. Во второй раз. Да, потому что первый раз это было где-то лет 5 назад, был немножко другой состав. Вот, они все как-то были бодрее. Вот, я смотрел этот концерт в данный момент, и мне казалось, что, в общем-то, Ковердейл очень устал. Это первое. А второе, что меня страшно поразило просто, я не знаю, кто за ним следит, то есть я за ним слежу уже на протяжении вот от первых альбомов, допустим, там 87-го года, так, то есть когда он был. Он изменился, он стал похож совсем на другого человека, что меня больше всего поразило. Он стал похож на небезызвестного Кена Хенсли из Юрахип. Когда бы его показали, это было одно и то же лицо. Понимаешь, у меня сначала возникла совершенно страшная мысль, что это Кен Хенсли, потому что ну просто... Сколько ему сейчас лет? 56-й год, 55-й год Ковердейл. Сколько там, 43 года. Еще молодой человек. Да, но он заявил, что это все, что это последнее, значит, турне последнее, что он уходит, так сказать, на пенсию. Вот. 43 года. Ну, что бы и нет. Но, судя по тому, как он выглядел, он... Самый рок-н-ролльный возраст, на мой взгляд. Да, на мой взгляд, играть и играть, в общем-то говоря. Но, как говорится, им виднее там, когда уходить. Что ж, давайте сейчас на секунду прервемся. Алексей, я так понял, что ты не видел материалов концерта White Snake в Санкт-Петербурге, и у нас сейчас есть вот совершенно для тебя, для тех, кто смотрит, возможность посмотреть и интервью, и, в общем-то, фрагменты этого концерта. Это Акалада, Алексей Козловский и Владимир Зайченко у нас, и мы опять-таки гастролером возвращаемся. Совершенно недавно у нас в
все-таки побывала некогда, ну, супергруппа в Минске Юрай Хип. Рок-монстры. Да, 8 ноября они выступали здесь в концертном зале Минск. Наша программа получила возможность записать 3 их композиции. Вот. И давай, Леш, начнем с тебя. Вообще, что для тебя группа Юрай Хип, кроме того, что это просто ностальгия? С самого начала, это примерно, наверное, мой 10 класс, вбегает перед началом занятий мой дружище Валера Заровский и говорит: новая группа появилась, совершенно обалденная, играет как Пепелы, поют как Bee Gees. Как называется? Юрай Хип. Когда я с ними встретился 8 ноября, у меня была в голове потом, когда я уже выходил, такая спроцировалась фраза: мог ли я предполагать всего лишь 25 лет назад, слушая, значит, это, что я с ними буду стоять рядом, общаться и пить пиво. Непосредственно ощущение от этого концерта. Ну, часто бывает так, что это, в общем-то, уставшие люди, которые играют сейчас только для того, что только потому, что им это нравится. Нет, я бы не сказал, что они уставшие, я бы сказал, что они даже веселящиеся такие, очень бодренькие. Вот. И по сравнению с тем концертом, когда я их видел, значит, вот, кстати, да, опять возвращаюсь к этому делу, значит, у меня тут совершенно реликтовая бумажка такая, так, значит, билет за 5 рублей 7 декабря 1987 года. Это тем более, так сказать, интересно, потому что у нас 7 декабря сейчас 97 года. То есть этой бумажке ровно 10 лет она у меня висела на стене. Это самый первый концерт, самой первой группы, именно Юрай Хип, которая пробилась, значит, в Советский Союз и выступала. Да, вот, это был прорыв. Да, это был прорыв, самой первой группы, которая выступила в Советском Союзе. По сравнению с тем концертом, что был 10 лет назад, минский концерт отличался, ну, порядка на 3 выше. Я не знаю почему. Значит, не могу сказать, что там прибавилось у них опыта, но они, вот там они были немножко уставшие. Здесь у нас в Минске они были, ну, немножко вальяжные, немножко, но уверенные в себе. Так. И выступали очень даже неплохо. Давайте мы посмотрим второй фрагмент этого концерта. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind. And I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win.
she asked me for, I told them. I said they need within some men to fight and kill their brother without thought of love or God. And I beg to give me horses to trample down my enemy. So eager was his passion to the farthest waste of life. Sing it! Yeah, yeah, yeah! But she would not think of battles that reduces men to animals, so easy to begin and impossible to end. For she, the mother of all men, that counsel me so wisely, then I feared to walk alone again, and asked if she would stay. Minsk! Ooh, yeah! Oh, lady, lay your hand on right. Take me rest here at your side. Have faith and trust in me, she said. Your heart will right. There is no strength in numbers. Have no such misconception. But when you leave me, be assured I won't be far away. Yeah! But having spoke, she turned away. Though I found no words to say, I stood and won till I saw that black boat over there. My labor is no easier. Now I know I'm not alone. I'll find new heart each time I think on that rainy day. So if one day she comes to you, just keep from her words so wise she goes over as your prize and say hello for me. Yeah! На околоде рок. Это программа «Околада». У нас сегодня нашими гостями были Алексей Козловский и Владимир Зайченко. Слушайте хорошую музыку. Аналогично. Слушайте рок-н-ролл и не обращайте внимания на то, что, может быть, кто-то вам скажет, вот это хорошо, но проверенная музыка годами, она все-таки лучше. А мы сустрэнемся ровно праз тыдзень, и вас чакае, поверьте, сюрприз. Бывайте.